Что можно сделать на своей земле, каждый решает сам. Посадить картошку, построить дом, открыть магазин или даже потрудиться над созданием искусственного водоема. Теперь это все можно увидеть не только на земле, но и на бумаге. Приказ Минэкономразвития страны, вступивший в силу в декабре прошлого года, утверждает классификатор использования земельных участков в корыстных целях или, как говорится, во благо семьи или региона. Приказ утверждает 81 вид разрешенного использования. Это однозначно принесет плюс при проведении кадастровой оценки, то есть будет проще оценивать объекты, будет меньше ошибок, соответственно, меньше обращений и в нашу комиссию по рассмотрению споров о кадастровой оценке, обращений в суд. Приказ Минэкономразвития убивает сразу нескольких зайцев. По мнению экспертов, перевод земель из одной категории в другую станет проще и понятнее. Да и бизнес получит уверенность в правильности инвестиций. Куда конкретно инвесторы вложили деньги, теперь будет понятно. Будь то животноводство, ведение личного подсобного хозяйства, рынки, магазины или даже ритуальная деятельность. Это позволит сформировать в субъектах, в первую очередь Российской Федерации, налогооблагаемую базу, поскольку в России, как нам известно, существует общероссийский классификатор видов экономической деятельности, согласно которому разбиты все виды экономической деятельности для того, чтобы они могли облагаться налогом. В Министерстве имущественных и земельных отношений республики заверяют, по желанию владельцев в правоустанавливающих документах будет указан вид разрешенного использования. В дальнейшем это позволит решить ряд проблем. В первую очередь надзорных органов. Граждане, которые заинтересованы в предоставлении, получении земельных участков на праве аренды, могут конкретно указать вид разрешенного использования в соответствии с этим классификатором. Соответственно, по такому обращению министерством будет произведена публикация и в газете наличие такого земельного участка с таким видом разрешенного использования. И тот же вид разрешенного использования будет отображен в договоре аренды, который будет заключаться в последующем. Данное нововведение позволит устранить недопонимание между местными властями и бизнесом, ведь каждый трактовал возможность использования конкретного участка по-своему. Теперь разработанный понятийный ряд четко регламентирует использование земель. Тем самым юридические иллюзии полностью сняты. Левтина Банадыкова, Абубакар Абазов. Новости.